Еженедельное совещание в правительстве начинается с поздравления с днем рождения главы регионального Миннатса Руслана Мизиева. Далее все по повестке. Первый вопрос – ход проведения отбора граждан на военную службу по контракту. Военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадаборшев отметил, что работа проводится активно. Всего 600 человек нам на год. Мы выполнили на сегодняшний день, если брать годовую норму, это 58 человек мы набрали, что составляет 9,6%. И если брать задание за февраль, составляло оно 95 человек, мы на сегодняшний день отобрали 34 человека. Это 35,7%. По словам военного комиссара, Джейрахский район и Малгобек перевыполнили свой план. Другим необходимо оптимизировать работу в этом направлении. Прежде всего, главам муниципальных образований. Они усилили контроль за работой глав сельских поселений, которые непосредственно с людьми работают, и оказали содействие в том, чтобы большее количество людей можно было хотя бы собирать на агитационные мероприятия. У нас выезжает пункт набора по контракту, выезжают представители военного комиссариата согласно плану, который был утвержден председателем правительства. Еще одна важная тема – национальные проекты в регионе, а именно заключение госконтрактов по их реализации. Объем средств, направленных на текущий год в рамках исполнения нацпроектов, не изменился и составил 4 миллиарда 151 миллион рублей. Такие данные привел Бекхан Мальсагов, начальник управления по организации проектной деятельности администрации главы и правительства Ингушетии. Из этого объема бюджетные обязательства мы приняли на 2 миллиарда 787 миллионов. Это 67%. Заключили контракты следующее министерство. Минстрой 1 миллиард 687 миллионов, это 76% по линии Минстроя. Минавтодор завершил работу по подписанию контракта в рамках национальных проектов. Минприроды 76% завершили работу. Минздрав на 8,6%. Обсудили на заседании и самое главное политическое событие года – выборы президента России. В частности, об обеспечении наличия технической исправности металлодетекторов, необходимых для избирательных участков. По словам министра имущественных и земельных отношений Ингушетии Мурада Вышегурова, в республике в дни голосования будут работать 142 избирательных участка. По данным администрации городов, районов и Министерства культуры, все избирательные участки, которые находятся в помещениях подведомственных учреждений, обеспечены металлодетекторами, которые находятся в рабочем состоянии. В этом году исполняется 80 лет со дня депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Также 23 февраля отмечается День защитника Отечества. О готовности к проведению памятных мероприятий рассказал министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев и глава регионального министерства культуры Залина Льянова. Руководитель Минкульта отметил, что к этим событиям запланировано около 50 различных мероприятий. Все мероприятия подготовлены, они в рабочем порядке будут проходить то время, на которое запланированы. 23-го на 10 утра уже готова площадка на мемориале. Будет подготовлен звук, ведущий, все, что нужно. По другим мероприятиям все подведы отчитались о том, что у них в рабочем порядке, все в режиме, как запланировано, все мероприятия пройдут. В День защитника Отечества также отмечается по всем подведомственным учреждениям и домам культуры. 23 февраля выпадает на пятницу. Это будет выходной день. Траурный митинг, посвященный депортации ингушского народа, пройдет в 10 утра на мемориале памяти жертвам политических репрессий. А в 2 часа дня состоится мероприятие ко Дню защитников Отечества в Малгобеке. Главой республики будет оказана помощь мечетям, и роздан сад будет малоимущим. Под особым вниманием руководство региона и аграрный сектор о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Ильяс Келигов. По его словам, посевная площадь составляет более 70 тысяч гектаров. В текущем году сельхозтоваропроизводителям республики предстоит провести сев яровых культур на площади 41,8 тысячи гектаров. По поручению Минсельхоза России мы увеличили данную площадь на 1500 гектаров. Осенью 2023 года во всех категориях хозяйств республики под урожай 2024 года было посеяно озимых зерновых культур на площади 29 600 гектаров. Это пока за последние 10 лет рекордная площадь. Также мы увеличили на 2500 гектаров данную посевную площадь.
Посевная кампания должна пройти по плану, никаких проблем для проведения этих работ нет, отметил Келигов. Первый вице-премьер правительства по итогам совещания дал ряд поручений участникам заседания, которые необходимо исполнить в ближайшее время. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Ахмед Парчиев. Новости 24.